На прошлых уроках мы сделали уже очень много разных 3D моделей. Это была и втулка, и колесо, мы также использовали и параметрический дизайн, более того мы даже создали резьбы. Но что если я хочу посмотреть, как это будет выглядеть в реальной жизни, при этом не создавая этого в реальной жизни? Всем привет, это Beyond Curriculum, с вами Даниил, и сегодня я с вами расскажу о рендерах. Цели данного урока — это знакомство с понятием рендера, изучение инструментов рендера и создание рендеров моделей. Что нужно знать и уметь? Урок тоже крайне простой и примитивный, и при этом очень важный для дальнейшего изучения 3D моделирования. Поэтому здесь понадобится все самое простое, это уметь создавать базовые чертежи из графических примитивов и уметь создавать 3D модели и пользоваться базовыми инструментами. Это самый минимальный, скажем так, минимальный порог вхождения в рендеры. Плюс ко всему базовые навыки в черчении, знание информатики и умение пользоваться компьютером, тут все как обычно. Итак, а что же такое сам рендер? Это своего рода термин в компьютерной графике, обозначающий процесс получения изображения по модели с помощью компьютерной программы. То есть, вот перед вами лежит рендер, скажем так, деталей, которые делают для штатива, чтобы у меня в штатив можно было телефон закрепить. Я хотел, скажем так, задался вопросом, а что если я сделаю этот инструмент, в который будет вставляться телефон стеклянным, а сам барашковый винт, скажем так, из красного алюминия? Подбор материалов был просто, скажем так, обусловлен эстетическими предпочтениями, ничего больше, потому что печатал все это все равно из красного PG пластика. Но тем не менее, я просто захотел посмотреть, как это выглядело бы из стекла. Я сделал рендер, и рендер выглядит вот так. То есть рендер — это то, как приблизительно будет выглядеть ваш предмет, который вы сделаете из того или иного материала. Стоит отметить то, что рендеры всегда намного красивее, чем у нас все происходит в реальной жизни, такова жизнь. Итак, давайте, соответственно, перейдем к самому Fusion и, скажем так, к самому рендеру. На одном из прошлых уроков я показывал, как менять Appearance, то есть, если вы помните, мы должны были зайти в Modify, выбрать Appearance и далее уже применять различные материалы. То есть, давайте сделаем один, скажем так, из стекла, где у нас здесь глаз. И так, где оно? Color Density, сделаем Light Color. Давайте сделаем, пусть будет, пожалуй, сама вот эта штука. Да, я думаю, более чем достаточно. Остальное оставим таким, каким есть. Или давайте, пожалуй, еще сделаем одно зеркальным. Пусть это будет гайка. Далее сделаем уже, скажем так, одну часть карбоновую и вот эту часть оставим из металла. Что мы теперь делаем дальше? Как-то не очень уж похоже на рендер, который я делал до этого. Я захожу во вкладку дизайн и здесь уже выбираю рендер. И мы заходим во вкладку рендер. И здесь уже что-то более-менее похоже на то, что мы делали до этого. Более того, я вращаю, у меня здесь абсолютно меняется, скажем так, весь вид, весь взгляд на все это. Что мне необходимо самое базовое для того, чтобы сделать рендер? В первую очередь нужно выбрать, скажем так, сам ракурс. Давайте сделаем вот такой ракурс, мне он больше нравится, потому что здесь есть и блики, и тени, и, скажем так, все замечательно. И плюс ко всему нужно выбрать масштаб тоже, то есть просто приближаете и смотрите. То есть я закрываю вот эту вкладку вниз и приближаю до такой степени, чтобы у меня все влезало в кадр. И при этом, чтобы ничего не обрезалось, но и не было слишком маленьким. Это самое простое. Кстати, Appearance мы тоже можем менять здесь. Заходим в Setup и нажимаем кнопку Appearance. И здесь тоже можем менять. Например, можем взять и сделать это бронзовым. Но все-таки предпочту выбрать карбон. Итак, самое простое, что нужно, это просто нажать на чайник. Далее нужно выбрать, скажем так, свойства рендера. Во-первых, мы выбираем здесь размер изображения. Чем больше размер изображения, тем дольше будет делаться рендер, но при этом он будет более качественным. Я предпочитаю всегда выбирать самое большое, это 8,4 мегапикселя. Да, это самый большой здесь, то есть 3300 на 2550. Далее аспект ratio можно оставить custom, то есть можно сделать квадратное, можно сделать презентации, whatever. Мне кажется, проще всего оставить кастомное, а потом уже обрезать как нужно. И далее. Что мы здесь выбираем? Render Quality — это то, насколько у нас качественный рендер будет. И далее мы выбираем, как мы хотим это все рендерить. Можно зарендерить это все на облаке, тогда нам будет нужен интернет. И плюс ко всему будут использоваться такие, так называемые кредиты. То есть кредиты — это что-то вроде местной валюты во Fusion 360. Скажем так, у нас, насколько я знаю, каждый день есть определенное количество кредитов. То есть как можно больше
рендеров за один день вы сделать не сможете. Я обычно выбираю Local Render, это когда у меня именно все будет делаться на компьютере. Можно также тыкнуть на Advanced Settings и здесь выбрать качество. Ну, Excellent это будет рендериться крайне долго, да и в целом разница между Final и Excellent не такая существенная, во всяком случае для таких простых моделей, чтобы выбирать Excellent. Итак, получается, выбираем еще раз Local Render, чтобы у нас не тратились кредиты, да и в целом, чтобы все было отлично. Выбираем файл формат PNG, выбираем, скажем, Render Quality Final, выбираем размер изображения, мы можем еще сделать прозрачный фон. Давайте это оставим на потом. Сейчас просто сделаем рендер. Нажимаем на кнопку Render, и, как мы можем сейчас увидеть, буквально нужно подождать секунду, у нас здесь начинается рендер. Вот это зачеркнутое облачко означает то, что он начинается именно на компьютере, а не на облаке, что в целом мы выбирали. Мы можем даже нажать сюда и посмотреть на ход выполнения рендера. То есть, как мы видим, здесь сейчас в ходе, скажем так, отрисовки у нас изображение не такое самое качественное. То есть, оно как будто бы с такими точками, мы не можем видеть его полного состояния. Со временем качество изображения будет улучшаться. Ну а пока у нас продолжается наш рендер, мы можем посмотреть на инструменты в целом того, что у нас здесь есть. В первую очередь мы можем взять и зайти в Scene Settings, то есть настройки сцены. Мы можем изменить яркость, скажем так, яркость освещения, количество освещения, которое у нас падает на предмет, можем сделать немножко поярче все. Вы видите то, что вот здесь у нас рендер получается довольно-таки такой темноватый. Можно на следующий раз выбрать, скажем так, побольше освещения. Далее Position мы выбираем, какая часть, скажем так, где у нас будет основание нашего предмета. То есть, где мы ставим основание, только, допустим, одна только частичка предмета у нас останется. Ни больше, ни меньше. Давайте вернем нашу 3D модель в состояние исходное. Также мы можем повращать источник света. То есть, смотрите, мы не вращаем сам предмет, но мы вращаем источник света. Давайте сделаем в следующий раз, чтобы у нас было примерно как-то вот так. Выглядит даже более чем красиво. Далее, что мы делаем? Что у нас еще есть? Мы можем делать background, solid color или environment. То есть environment это значит то, что у нас вот здесь есть вот такая комната, как вы можете видеть, с которой у нас есть источник света. Вот он наш. Как будто бы такой потолок, знаете. Давайте сделаем вот так, чтобы у нас получше было. Посмотрим тем временем, как наш рендер поживает здесь. Как вы видите, качество его стало заметно лучше. Затем мы можем выбрать не environment, а solid color. То есть здесь мы просто выбираем, допустим, что у нас будет. Окей, допустим, хотим у нас все будет в красном, хотим у нас все будет в белом. То есть whatever. Но лучше всего environment, выглядит более натурально. Далее, что мы еще можем здесь сделать? У нас есть flatten ground, у нас есть reflections, но для простых рендеров у нас нет такой необходимости использовать эти настройки. Что здесь есть более такое интересное? Мы можем выбирать вид камеры. У нас есть камера в перспективе и есть ортографик. То есть ортографик это если бы перспективы не существовало, то есть обычное черчение. Есть перспектива, когда у нас все точки, скажем так, с течением времени сомкнутся в одну точку. Мы здесь можем настроить фокусное расстояние, то есть если делаем большое фокусное расстояние, у нас становится похоже на ортографик. Если делаем наоборот маленькое, у нас получается вот такая штука. Что довольно, кстати, интересно. Давайте сделаем чуть-чуть вот такое, немножко как будто бы рыбий глаз. И также можем менять экспозицию, то есть насколько все будет ярко или темно. Экспозицию, я думаю, можем оставить то, как это было до этого. Так, дальше давайте посмотрим теперь Environment Library. То есть здесь мы можем выбрать то, каким у нас будет задний фон. Здесь есть, скажем так, обычные предустановленные, скажем так, Environment Library. То есть, как вы можете видеть, я их меняю, у меня меняется в целом все, что здесь происходит. Здесь в целом оно дает нам разное освещение. Вот. Но можно также скачать другие какие-либо фоны. Давайте возьмем Crossroads, скачаем, просто подождем, пока оно загрузится. И выберем его. И как вы можете видеть, у нас как будто бы все вот так на дороге. И наша деталь тоже как будто бы на дороге. Кстати, освещение у нас более чем соответствующее, что тоже очень даже радует. Давайте зайдем в Settings и немножко изменим освещение. Возьмем Position и сделаем своего рода вот такой Rotation. Даже я хотел бы взять с зеркальной стороны. И далее делаем Rotation. Вот, делаем вот так, чтобы была игра света и тени. И давайте все-таки сделаем здесь Reflections и Roughness здесь сделаем
0 и посмотрим разницу вообще в целом с Reflections и без Reflections, как оно работает. Так, далее мы можем делать следующий рендер. Я думаю, оставлю настройки абсолютно все те же самые, только единственное выберу опять-таки разрешение побольше, но я думаю вот 8.4 самое максимальное. И опять-таки начну рендер. Итак, давайте пока посмотрим на то, что у нас получилось сейчас, на наш самый первый рендер. Получилось вот такое изображение. Не сказать, что оно прям какое-то очень красивое, но тем не менее оно довольно-таки интересно выглядит. То есть у нас то, что должно быть прозрачным, остается прозрачным, то, что, скажем так, имеет свою текстуру, оно, вот, например, карбон текстуру имеет. Сейчас я надеюсь, то, что у нас освещение побольше, будет более заметна текстура карбона. Вот. Но что мы можем сделать, скажем так, с этим изображением? Мы его в первую очередь можем удалить. Далее мы можем его сохранить на компьютер как-либо, то есть просто выбрать папку, в которую мы хотим сохранить. Делаю вот так. И, пожалуй, что мы еще можем сделать? Мы можем сделать круговой рендер, чтобы мы могли его поворачивать. Можем выбрать количество кадров, то есть 6 или 36, и выбрать стандарт качества. Давайте сделаем такой рендер, при этом рендериться оно будет через облако, но займет аж 13 кредитов, так как я не использую в целом, скажем так, кредиты вообще и пользуюсь только локальным рендером. Я думаю, мы можем себе это позволить. Давайте начнем рендер. Итак, зайдем еще раз в наши настройки, Scene Settings, и здесь у нас был Reflections. Давайте Reflections отключим и тоже поставим на еще один рендер, чтобы просто посмотреть разницу с Reflections и без. Итак, как вы видите, один рендер у нас уже готов, он выглядит более качественно, чем предыдущий, и если я его попробую увеличить, то здесь уже более, скажем так, отлично видно текстуру того же карбона. Скажем, у нас есть отражение непосредственно в самой гайке, чего, например, давайте посмотрим, как это было в прошлом рендере, было ли оно таким или нет. В прошлом рендере отражение было не таким хорошим, возможно, это было из-за света, но тем не менее, здесь это все происходит намного лучше. Отражение у нас есть также и на полу, то есть это своего рода, да, настоящий рейтрейсинг. Скажем, здесь отражениями я более доволен, чем в прошлом рендере. Опять-таки, почему? Потому что мы его более тонко настроили. У нас готовится еще следующий рендер, который у нас с отражениями идет. Мне прям очень интересно даже сравнить, насколько большая будет разница. Ну, честно сказать, пока что я разницы никакой особо не вижу. Нет, разница все-таки есть, смотрите. Вот здесь у нас было отражение на самом полу, а вот здесь у нас отражения не было. Нет вообще никакого. То есть здесь действительно заметна такая небольшая разница, но опять же, я говорю, что разница незначительна именно в рамках нашего курса. Поэтому я думаю, можно даже остановить этот рендер и не продолжать. Итак, возвращаемся дальше. Что у нас здесь есть? Здесь у нас выполнился наш облачный рендер, чтобы мы могли вращать само тело. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. И да, своего рода очень даже интересная ситуация получилась. То есть да, не так уж и много вращений мы можем сделать, всего лишь 6 кадров отрендерилось, но тем не менее выглядит очень даже интересно. Мы можем также все сохранить, либо как видео, либо как zip, либо как HTML. Давайте сохраним как видео. Итак, ну а на этом у меня все. Сегодня мы с вами познакомились с понятием рендера, с инструментами рендера, а также с тем, каким рендер может быть. Для базового курса понятия вот такого рендера более чем достаточно. Более того, вы видите, насколько красивые модели мы с вами можем делать. Можем делать и простые модельки, то есть как вот эти, можем делать и вращающиеся модельки, и модельки даже с определенным задним фоном, то есть более подходящим под реальную жизнь. На этом у меня все. Если вы хотите попрактиковаться в ваших навыках, которые вы получили на этом уроке, обязательно приходите в американские уголки. Там вы получите и плату Arduino, и ноутбук, и более того, вы можете даже напечатать какую-либо деталь, сделанную во Fusion 360 на местном 3D принтере. Не забывайте также заходить в нашу школу, выполнять домашние задания и предтесты. Всем большое спасибо, до скорых встреч!